Звук метронома и полная тишина, минута молчания в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, а далее залпа автоматной очереди. Несмотря на пасмурную погоду, малгобекчане и гости города собираются на мемориальном комплексе «Славы». Все они пришли отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не пропустил столь значимое мероприятие и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов вместе с собравшимися возложил цветы к вечному огню. Глава Ингушетии отметил, что жители Кавказа внесли огромный вклад в великий подвиг советского народа, победившего фашизм. Он подчеркнул, что потомки никогда не забудут доблесть, мужество советских солдат и офицеров. Сегодня день гордости, благодарной памяти и народного единства. Земля и исторический рубеж, за который фашисту не дали пройти на нашу родину. За далью лет открывается весь исторический масштаб и значение победы на Кавказской линии кровопролития и противостояния. Стойкость, непоколебимость, мужество тружеников тыла и защитников Малгобека во все времена останутся для жителей Ингушетии и всей России примером беззаветной любви к Отечеству. Говоря о таких героях, президент Владимир Владимирович Путин указал, что Великая Победа была, есть и будет высоким мерилом наших помыслов и поступков. Наш народ сражался за свои святыни, за Родину, за свой долг, за культуру, за родной язык, за нравственные и духовные ценности, за свободу Европы, за мир на планете. В настоящее время россияне следуют этим ценностям и заветам в зоне специальной военной операции на Украине военнослужащие из Ингушетии, всех регионов нашей большой России, проявляя храбрость и отвагу, обеспечивают стратегическую безопасность нашей Родины Россия. В боях на Закавказ, Малгобек, представители нашего многонационального государства убедительно напомнили всему миру, что никакой враг нас не одолеет. Своим подвигом доказали, что правда жизни сильнее гитлеровской идеологии смерти. Первые месяцы Великой Отечественной войны 1000 добровольцев-призывников отправились из Ингушетии бить фашистов. Они храбро сражались на всех фронтах, остались вечно лежать в братских могилах, остались в списке без вести пропавших. Мы помним их, не жалея жизни, пройдя боль и тяжкие испытания, победил жестокого врага, сберег свободу и независимость любимой Родины России. Будем достойны их памяти. В словах и делах от всего сердца хотел бы пожелать нам счастья, добра, процветания, дружному, единому нашему народу великой России. Спасибо. С 80-летием со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и 16-летием присвоения Малгобеку высокого звания города воинской славы жителей поздравил основатель Международного ломоносовского клуба, руководитель проекта «Непокоренные» Владимир Скрипниченко. 80 лет, как завершилась Сталинградская битва, как завершилась Курская битва. Мы с вами сейчас живем в тот год, когда идет новая битва. Никогда нельзя забывать героев, отдавших жизни 80 лет назад. И никогда наша молодежь не сможет забыть героев, отдающих сейчас своей жизни за то, чтобы в нашей стране сохранялось многонациональное единство, дружба народов, память о наших предках. И всегда были люди, которые готовы встать на ее защиту, которые будут приезжать из абсолютно разных федеральных округов, республик, субъектов, районов, сел, деревень, маленьких городов, каждой улицы, каждого дома. В каждом доме есть свой герой, который тоже сможет защитить нашу большую Родину. Битва за Кавказ – одно из самых долгих и кропотливых сражений Второй мировой войны. Она продолжалась 442 сутки, то есть более года, и вошла в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных в наиболее сложных условиях.
В планах германского руководства по захвату Кавказа, где добывалось за 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. Немецкой группе армии А противостояли войска Южного и часть сил Северокавказского фронтов. Перед советскими войсками стояла задача остановить врага, измотать его и подготовить наступление. Выдержав мощный натиск, им удалось не допустить немцев в Бакинской и Грозненской нефти. В этом тяжелом сражении погибло более 300 тысяч людей, а в боях на Малгобекском оборонительном рубеже 120 тысяч советских солдат и офицеров. Битва переломила ход войны. То, что наши защитники смогли устоять на Кавказе, то, что мы смогли защитить Кавказ и также мы смогли освободить Сталинград, это явилось большим ударом даже не только для гитлеровской армии, но также и для наших так называемых союзников, которые поставляли нам поставки по ленд-лизу. Поэтому захват Кавказа был очень важен для немцев. И если бы немцы сумели бы захватить Кавказ, то отсюда выгнать уже из Кавказа их, скорее всего, уже никто не смог бы. Дальше они пошли бы и на Африку. В честь этого важного события участники международного проекта «Непокоренные» вместе со школьниками и гостями города развернули в Малгобеке самое большое в мире Знамя Победы площадью более 2000 квадратных метров. Ингушетия – единственный субъект, где огромное полотно разворачивают во второй раз. В акции принял участие и глава региона. Летят и подают нам голоса. Его красный цвет знаменует каждую каплю крови воина, который погиб за эту битву. В грандиозной акции в общей сложности приняли участие около 400 человек. Путешествие длиной 1100 километров у участников международного проекта «Непокоренные», а это старшеклассники из России, Белоруссии и Таджикистана, началось в Волгограде. Они впервые приехали в Ингушетию. Молодежь понимает и осознает, какой ценой далась победа и насколько важно чтить подвиги предков. Каждый советский солдат отдал свою жизнь, отдал себя, свою душу за мир, который мы сейчас проживаем, за мирное небо над нашей головой. И я считаю, что важно помнить это. Без прошлого нет будущего. Все вместе, все нации, которые проживали на территории Советского Союза, воевали за нашу свободу, за наше мирное небо над головой. Это действительно важно. И не важно какой то национальности, русский, ингуш, кабардинец, балкарец. Это для нас всех важно, потому что мирное небо – это самое лучшее, что может быть у нас вообще на всем свете. Здесь же, на мемориальном комплексе, гостей угощали традиционными блюдами представителей разных национальностей, проживающих в Ингушетии. Каждый мог продегустировать кухню Азербайджана, турко-месхетинскую и не только. Следующая остановка у ребят во Владикавказе. Проект «Непокоренные» реализует Международный ломоносовский клуб при поддержке Федерального агентства по делам национальности, Дома народов и МИД России. Зелимхан Калоев, Султан Магушков. Новости 24.